Темпы строительства жилья для переселенцев в Коми идут пусть и не семимильными шагами, но вполне сносно. Процесс нормализован. Об этом руководитель региона Сергей Гапликов заявил на селекторе с главами муниципалитетов по строительству жилья для переселенцев. Не все города и районы, конечно, идут в унисон, но кое-где уже готовятся к новоселью. Максим Васильев разбирался в несложных подсчетах. Быть в графике – это все, что сегодня требует от муниципальных глав Сергей Гапликов. Первый этап – на финишной прямой. Процент готовности за 90 или близок к этому у Сыктывкара, Удры, Кнешпогоста. В Сысольском и Усть-Вымском районах дома уже построены, их готовят к приемке. Здесь новоселье отпразднуют совсем скоро. Сыктывдин в явных аутсайдерах. Отстают значительно. Стройки в Зеленце и Выльгарте едва перешагнули экватор. Печора в этом смысле выглядит особняком. Скандально известные застройщики сегодня банкроты, их счета заблокированы, достраивать по сути некому. Вездесущий Николай Сорока, который теперь на контроле держит и Ухту, и Печору, информацию озвучил не самую приятную. Ситуация там достигла критической по той простой причине, что руководство Домстроя на связь не выходит. Вчера их пытались найти, телефоны все отключены, работать они не в состоянии. Кого-либо заключить, какой-либо договор субподряда заключить не представляется возможным, потому что остаточных финансовых средств по данным домам не хватит даже на расплату с кредиторами. Похоже, терпение печорских властей уже на пределе. Нерадивость застройщиков вынуждает их принципиально менять подход. И на третьем этапе, после провала первых двух, вместо стройки обращать внимание на вторичный рынок жилья. Строить мы ничего не будем. Будем по статье 32 жилищного кодекса заниматься выкупом жилых помещений. Значит, оценка жилья проводится, 24 собственника готовы к выкупу. Дальше у нас там 94 квартиры мы должны обеспечить. Работа ведется, информацию предоставим в понедельник в письменном виде. А строить не будете почему, вы решили? Ну, потому что, опять же, Урбанстройгрупп, там в этой истории, мы не все деньги заплатили, то есть только малую часть. То есть есть вариант изменения способа предоставления жилья. Такой же способ предложили и в Воркуте. Дескать, слишком дорого обходится строительство новых 8-квартирных домов в Сивой Маске и Елецком. 44 миллиона рублей. Эти деньги, как считает Владимир Тукмаков, можно тратить эффективнее. Почему изначально, планируя эту программу, второй этап, не рассмотреть было вопрос, просто предложить людям эти квартиры получить в Воркуте? Один из моментов, то, что там в основном работники РЖД, если они переезжают в город, они, понятно, останутся без работы. Это один из моментов. Но вот то, что изначально было в начале года принято решение, не могу сейчас сказать. Ну, коллеги, из 500 тысяч квартир, пусть миллион. Пусть миллион, с учетом того, что ее надо привести в нормативное состояние, сделать не ремонт или еще что-то. Миллион на 14 семей там, это 14 миллионов. А тратим 40. Это только на стройку. Еще не знаем, как мы подключать будем, где будет канализация в этих условиях, как будем ее отводить, как сети будем подводить, как функционировать будет и все остальное. Проблемным районам нужен системный подход. Сергей Гапликов поручил Виктору Абулгафарову его разработать, чтобы минимизировать потери и вернуть стройки к плановым показателям. Сроки сдачи объектов никто не отменял. Максим Васильев, Николай Богданов, телеканал Юрган, Сыктывкар.